Это программа «Новый Казахстан». Здравствуйте! Сегодня мы говорим о разъяснении налогового законодательства и необходимости повышения финансовой грамотности. Гость нашей студии Гульмира Сабралимова, руководитель управления разъяснительной работы и контакт-центра Департамента государственных доходов по Восточно-Казахстанской области. Добро пожаловать к нам в студию. Уважаемые телезрители, вы можете дозвониться к нам по номеру 52 24 49 или прислать вопросы на номер WhatsApp +7 37 235 10 34. Так, еще раз добро пожаловать к нам в студию. Здравствуйте. И всегда приятно вас видеть у нас в гостях, поскольку вы всегда очень просто объясняете сложные вопросы, которые касаются довольно-таки важной темы, которая действительно волнует, наверное, каждого казахстанца. Это его финансы, да, и говоря о необходимости повышения вообще финансовой грамотности, в целом нельзя забывать, да, о том, что с приходом в нашу жизнь онлайн-кредитования, да, онлайн-банков, онлайн-переводов, с одной стороны жизнь стала проще, с другой стороны, действительно, да, многие эксперты связывают это с некой закредитованностью населения. То есть, можно сказать, что когда люди почувствовали, что они могут легко взять вот этот онлайн-кредит, и он тут же оказывается вот у них на смартфоне, вроде как, это дает какое-то чувство азарта и так далее, да, и вместе с этим растут долги, о которых человек в этот момент еще не задумывается, поэтому вопрос финансовой грамотности, да, и понимание того, куда и каким образом мы распределяем свои доходы, а самое главное, как и вовремя ли мы платим налоги, он является краеугольным камнем, да, в целом в нашем обществе, да, и в нашей экономической системе. Начнем с того, что же такое декларирование, да, сегодня какие-то есть ли новшества, да, в этой сфере и что нам всем необходимо знать на данный момент? Спасибо большое, Анна. Да, я бы хотела добавить к вашему вступлению, что уплата налогов является все-таки, согласно Конституции, долгом и обязанностью каждого. Что касается всеобщего декларирования, да, мы эту тему очень тщательно и подробно сейчас разъясняем на всех источниках. И хотелось бы, да, отметить, что претерпели изменения по этой теме и в текущем году. Вообще, в целом, начну с того, что всеобщее декларирование в 4 этапа определено. С 1 января 2021 года вошли в систему всеобщего декларирования государственные служащие и приравненные к ним лица, а также их супруги. С 2023 года, с 1 января, на втором этапе вошли работники бюджетных организаций, то есть работники государственных учреждений, квазигосударственного сектора, а также их супруги. И вот уже в этом году, на третьем этапе, то есть с 1 января 2024 года, вступает бизнес. То есть это руководители, учредители и участники юридических лиц, индивидуальные предприниматели и их супруги. Очень много было вопросов, очень много мы чуть ли не еженедельно с прошлого года, с октября, проводили на площадке Атамекен. Очень много встреч с бизнесом и до сих пор проводим. И в этой связи мне хотелось бы сказать, что в этом году, получается, были такие поправки, что исключены из количества обязанных представлять нерезиденты, а также учредители, участники некоммерческих организаций и плюс держатели акций. То есть нужно будет учитывать тот момент, что если это лицо является обязанным на 1 января 2024 года, то нужно смотреть уже, кто оно. Если, допустим, это учредитель некоммерческой организации, к примеру, общественное объединение, фонд, религиозное объединение, ОСИ сейчас, да, кооперативы, то учредители, участники, члены освобождаются в этом году, но с переходом на следующий этап. То есть 4-й этап, у нас последний этап завершающий, в следующем году
с 1 января 2025 года все оставшиеся категории населения должны будут представлять декларации в рамках всеобщего декларирования. Туда войдут и пенсионеры, в том числе работники частных организаций, домохозяйки, студенты. Вот. И получается вот сейчас то, что значит, наше государство освободило учредителей, участников некоммерческих организаций, плюс держателей акций, то они должны в следующем году сдавать такие декларации. Ну и по нерезидентам тоже стоит отметить, что очень много было вопросов, потому что те нерезиденты, которые, допустим, супруги, да, руководителя того же юридического лица или предпринимателя, которые проживают за рубежом и нет возможности приехать сюда. А для того, чтобы сдать декларацию, нужно будет получить ИИН. А ИИН получить в этом году осложнилось тем, что внесли были поправки в закон уже об идентификационных номерах, что нужно было приехать сюда лично, посетив ЦОН. Поэтому вот это было сделано для освобождения вот таких вот категорий. Вот. Ну, то есть им все равно придется это сделать, но через какое-то время. Нерезиденты, они как бы освобождаются вообще от декларации, да, представления декларации об активах, обязательствах. Ну, сейчас готовится проект налогового кодекса на 2025 год, там еще, возможно, будут какие-то поправки, мы потом еще позже сообщим, потому что есть такие нерезиденты, которые, к примеру, имеют имущество здесь, в Казахстане, да, зарегистрировано, то они, скорее всего, будут представлять это вот в следующем году уже на 4-м этапе всеобщего декларирования. То есть вот такие вот моменты, да. Ну вот многие, да, например, люди, да, которые столкнулись впервые с заполнением декларации, ну, к примеру, да, в формате онлайн, да, в своем кабинете, на ресурсе, да, специальном, столкнулись с тем, что им приходилось, например, очень многое, ну, просто ставить прочерк, да, и в связи с этим возникали, ну, скажем, в обществе такие дискуссии о том, целесообразно ли всем нам, ну, вот, тратить время, да, на заполнение огромного количества документов, ну, то есть каждый, да, по одному документу, то есть, соответственно, это же потом в головном офисе все разбирать приходится, хоть и в цифровом формате, тем не менее, да, это огромное количество данных. Целесообразно ли это и вообще в целом, да, вот какую цель преследует, да, государство, делая, да, вот такую вот реформу о всеобщем декларировании. Вот на ваш взгляд, что это вообще нам дает? Спасибо за вопрос. Хороший вопрос, Анна. Смотрите, вообще всеобщее декларирование нужно рассматривать как инструмент налогового контроля за доходами физических лиц, за реальными доходами. Ну, не секрет, да, что очень много было фактов, например, вывода активов за рубеж. Да? Очень много было таких людей, которые переписывали свое имущество, допустим, да, на бабушек, дедушек, на льготные категории, да, населения. Вот. И в этой связи, ну, еще, в принципе, международный опыт тоже говорит о том, что во многих странах уже применяется это всеобщее декларирование, да. Но хотя на постсоветском пространстве, в странах СНГ, мы как бы первопроходцы здесь. Да, и необходимо было именно этот инструмент вести в целях борьбы с коррупцией, с теневой экономикой, так скажем, да, то есть и в целях справедливого налогообложения. То есть видите, как появилась прослойка очень богатых людей, да и бедных. И вот это всеобщее декларирование, оно позволит сейчас именно выявить тех, значит, граждан, которые скрывают свои доходы, да, то есть уклоняются от уплаты налогов путем именно сопоставления между их расходами и их доходами. И то лицо, которое, например, не будет показывать, ну, не будет сдавать декларацию или не будет доходы показывать, но при этом купит какую-то дорогостоящую недвижимость, то далее уже будет вот это приобретение рассматриваться уже как доход облагаемого источника выплаты. И к тому же государство, конечно же, ставит задачу, социальный вопрос ставит. То
То есть вот это всеобщее декларирование, оно позволит потом какие-то вывести инструменты в целях поддержки уже социально уязвимых слоев населения. Возможно, будут какие-то нормы какие-то вводиться. Ну, пугаться не стоит вообще по заполнению, потому что на самом деле они очень простые, и в этом году даже поправки введены были очень хорошие такие в части 270 формы. Вообще две формы декларации. Две формы. Первая — это у нас декларация об активах и обязательствах, форма 250. Она входная один раз представляется при входе, и все. Вот. И далее уже потом ежегодно нужно будет представлять декларацию о доходах и имуществе. Там, если декларация об активах, мы показываем то, что нажили за всю жизнь на 31 декабря года перед вхождением. Да? Ну, к примеру, в этом году участники третьего этапа бизнес представляет на 31 декабря 2023 года. Имущество как в Казахстане, так и за рубежом. Да? А далее уже, допустим, бизнес в следующем году будет представлять за 2024 год итоговую декларацию по доходам за 2024 год. Ну и так далее ежегодно, 25, 26, 27. Но по заполнению она очень простая на самом деле. То есть там, допустим, в 250 форме не нужно будет представлять имущество, которое зарегистрировано в Казахстане. То есть квартиры, дома, машины, транспорт. Нужно будет указывать за рубежом только такое имущество. Ну плюс, если есть еще деньги, какие-то остатки на банковских счетах, все делается по состоянию 31 декабря, допустим, 2023 года. Да? Для каждого этапа будет свой год. Ну и в следующем году участники четвертого этапа будут представлять на 31 декабря 2024 года. Деньги на банковских счетах, они по сумме в совокупности должны превышать 1000 МРП. Ну, если 2023 год, это 3,5 миллионов тенге. У кого-то доля участия в иностранной компании за рубежом есть. Вот это то, что за рубежом. Ну, а в Казахстане это наличные денежные средства в пределах только до 10 тысяч МРП, до 34 миллионов 500 тысяч тенге. Плюс у кого-то, может быть, есть дорогостоящее имущество, которое подлежит оценке. Ну, кто-то, может быть, имеет какой-то антиквариат дома, да, там самовары какие-то или экзотические животные, да, породистые, допустим, или же дорогостоящие шубы, ювелирные изделия. Ну вот здесь вот надо сразу сказать, что нужна оценка. Оценка у независимого оценщика. Оценку это можно сделать до срока представления декларации. Вообще срок представления 15 сентября, то есть до 15 сентября 2024 года в этом году должны представить в этом году участники третьего этапа и участники первых-вторых этапов, то есть 250 третьим этапом, 270 первым-вторым этапом. Плюс еще стоит отметить, что долги мы тоже отражаем в 250 форме, то есть долги нам, долги мы кому-то должны, но обязательно нотариально заверенные. Если кто-то нотариально не заверил, то есть на 31 декабря, то можно это сделать сейчас, обратиться к нотариусу, но только банковские кредиты здесь не рассматриваются. Вот. И мне бы хотелось бы в этой связи сразу отметить, что очень много ошибок, часто встречаются ошибки при заполнении декларации об активах, обязательствах. Это когда указывают период не тот. То есть если мы сдаем декларацию в этом году, допустим, через ЕСАЛЫ-Казамат, да, это наиболее удобный способ, это наше цифровое новшество мобильное, то там нужно будет указывать год 2024. Это для участников третьего этапа. Вот, потому что делается все по состоянию 31 декабря 2023 года для третьего этапа. Если участник третьего этапа поставит 2023, то это уже будет ошибкой. То есть нужно будет указывать обязательно 2024 в этом году. И нужно будет указывать вид первоначальный при входе в систему всеобщего декларирования. Если будут какие-то корректировочные, потом необходимость исправить какую-то ошибку, то потом в последующем вид указывается дополнительное. Это в 250 форме. Ну, в следующем году уже, допустим, участники третьего этапа будут сдавать 270 форму. Там нужно будет первый раз при входе тоже указать первоначальное при входе, и налоговый период будет 2024, то есть за 2024 год будет сдаваться 270. В последующих годах оно будет так, в 26-м за 25 год, ну и так далее. Плюс еще бывают такие моменты, когда ошибаются в категориях. То есть у нас есть две категории, категория А, категория Б. То есть в основном все составляют категорию Б. Категория А – это
лица, которые значит, вступают в выборную должность или поступают на государственную службу. Остальные все категории должны указывать категорию Б. Ну, примерно вот так. Плюс, конечно, сдать можно декларацию в электронном виде через кабинет налогоплательщика, но там и ЦП нужно будет. Либо через ЕСЛ-Казамат мобильное приложение, там на основе СМС-пароля. Но есть еще банковские приложения, тоже очень удобные. Без ЭЦП можно сдать на основе СМС-пароля. Ну вот нюансов очень много на самом деле, хотя, конечно, для вас, как для эксперта, это все очень легко, и вы говорите, что много послаблений, да, ну вот большинству это, конечно, кажется очень сложным, да, на первый взгляд. Можно ли где-то, например, при заполнении проконсультироваться, если, может быть, там онлайн-консультации, да, может быть, в самом приложении, да, или на портале, может быть, у вас, или по телефону можно позвонить, или прийти лично, потому что я предугадываю, что когда это будет касаться всего населения, огромное количество вопросов будет поступать от большого количества людей, особенно если, например, принять во внимание, да, что и люди пенсионного возраста должны будут в следующем году, на да, четвертом этапе. Когда это начнется, все равно им сложно с онлайн-технологиями, да, справляться, и я полагаю, что придется все равно, да, как-то консультировать, объяснять, помогать. Да, спасибо за вопрос, Анна. Мне хотелось бы сразу здесь как бы, ну, успокоить наших слушателей. Комитет госдоходов сейчас рассматривает поправки. Да, то есть, да, мы понимаем, что пенсионеры льготная категория, ну, которая, то есть там онлайн, конечно, сдать очень сложно будет, но вообще есть возможность на бумажном носителе сдать, направив почтой или прийти явочно, да, либо в ЦОН, либо в территориальный орган государственных доходов. Ну, а потом будет поправка такая, что по сведениям КГД, что исключат те категории, которые кроме, допустим, пенсии, зарплаты ничего не получают. То есть ничего нет, им исключат вот эту обязанность давать последующим декларацию формы 270, декларацию о доходах. То есть предполагаются вот такие поправки. Это вот чтобы успокоить сразу. В отношении... Ну, вообще в целом, да, разъяснений хотелось бы мне сказать, что у нас большая сейчас разъяснительная работа проводится, можно будет узнать что-либо, позвонить на контакт-центр в нашем управлении, 3 оператора, то есть набираем 1414, добавочный 3. И оператор помогает вам заполнить декларацию устно. Если хотите уже прям вот так вот, явочно, можно во все, в любые по территориальности, то есть по месту жительства подойти в управление госдоходов, там отдельный кабинет, консультационный центр, где вам могут помочь заполнить, отправить декларацию. Плюс еще мы проводим Zoom-конференции еженедельно, тоже прям как департамент. Нужно будет к нам, ну, подписаться, ну, или зайти в Инстаграм, посмотреть, за день мы публикуем анонс, где идентификатор и пароль размещен, тоже можно будет зайти. Ну, плюс еще на сайте КГД, то есть kgd.gov.kz есть раздел «Всеобщее декларирование», где тоже можно будет увидеть пошаговую инструкцию и очень много информации. Ну, это очень важный момент, да, поскольку многие наверняка даже не задумываются, да, о том, что, ну вот, например, они сейчас как раз в числе тех людей, да, которые необходимо сдавать декларацию, и потом в определенный момент, если они вовремя ее не сдадут, то будут последствия, да? Да, Анна, спасибо за вопрос. Это речь идет об административной ответственности. Да, те, кто не сдаст, допустим, декларацию, получается, на первый раз предупреждение, а на второй раз будет уже штраф. Штраф будет составлять 15 МРП. В этом году это 55 380 тенге. Есть еще такой момент, когда граждане могут представить неполные данные, недостоверные. То есть очень важно обратить внимание наших слушателей на то, что при входе в систему нужно очень правильно, то есть и все-таки полностью отразить то, что имеем, поскольку потом все то, что имеем, оно будет точкой отсчета для того, чтобы указать источник приобретения
того или иного имущества, которое будет в последующем приобретаться. Поэтому вот все, что имеете, нужно будет все правильно отразить в этой декларации. Ну, там еще много чего я не сказала. И инвестиционное золото, и акции, и цифровые активы, объекты интеллектуальной собственности. То есть как в Казахстане, так и за рубежом это тоже отражается. И получается, то есть нужно будет максимально достоверно. И тот, кто все-таки недостоверно, либо не полностью показывает, тоже при установлении факта на первый раз будет предупреждение, при повторности в течение года будет уже штраф 3 МРП составлять, там 11 тысяч тенге. А тот, кто уже скрывает, там, то есть налоги, да, то здесь уже на первый раз будет 200% такой штраф от неуплаченной суммы налога, и на второй раз будет 300% при повторности. Но это получается как... Если, например, выявляется, да, вот такое нарушение, вернее, ну, вот, скажем, да, нарушение закона, да, там имеет право комитет государственных доходов, да, уже как бы административные меры предпринимать, или там уже прокуратура подключается, полиция, там финансовое агентство там финансового мониторинга, там, ну, различные органы. Нет, это органы государственных доходов будут рассматривать, применять, получается, эти нормы КОАП, Кодекса об административных правонарушениях. Вот, поэтому очень нужно максимально серьезно относиться к этому. И мне бы хотелось еще добавить тоже, чтобы тоже как бы наших слушателей сейчас как бы тоже довести до них, успокоить. В 270-й форме в этом году исключили доходооблагаемого источника выплаты. То есть зарплату, дивиденды, вот, вознаграждения, проценты банковские можно будет не показывать, пенсионные выплаты. Только то, что, допустим, физическое лицо сдало в аренду, да, какую-то квартиру, или доход от прироста стоимости получила, ну, то есть имущественный доход, да, либо за рубежом что-то продал гражданин, то вот это вот нужно будет отражать, тоже там вычеты, корректировки предусмотрены. И плюс еще тоже в этом году такая поправка, что исключили вот эту норму, где мы раньше показывали то, что покупали, приобретали, продавали в Казахстане имущество. Вот это вот для обычных граждан можно будет не показывать. Только то, что купили, приобрели, продали за рубежом. Эта норма остается у нас, у государственных служащих. То есть государственные служащие будут показывать то, что купили, продали как в Казахстане, так и за рубежом. Плюс еще источники приобретения. Вот такие положительные нормы ввели. Так что пугаться ничего не стоит, все очень легко заполняется. Ну, будем надеяться, что многие справятся с этой задачей. А сталкивались ли вы, например, на практике, да, или ваши коллеги, может быть, из других там регионов или там из головного офиса, с тем, что вот, например, люди массово делают ошибки? Когда начинают заполнять впервые, да, сталкиваются с декларированием, делают ошибки, и, ну, это, скажем, ситуация приобретает такой массовый характер. Анна, да, я уже, в принципе, назвала эти ошибки. Вот такая вот самая главная ошибка – это период. Мы и в прошлом году столкнулись, да? И категория, да, и в этом году столкнулись, что очень много указывает не тот период. То есть если мы сдаем, допустим, мы сдаем декларацию формы 250 по состоянию на 31 декабря года перед вступлением. Допустим, в этом году третий этап сдает на 31 декабря 2023 года. Если в ЕСЛ Казамат сдавать, то есть мобильное приложение, там спрашивается год. Год нужно указывать 2024 для того, чтобы правильно, ну, потому что основная масса сдает через ЕСЛ Казамат, там на основе СМС, без ЭЦП. Поэтому я рекомендую и советую указывать правильно налоговый период 2024, не 2023. Потом вот вчера тоже на днях, не вчера, а буквально на прошлой неделе на семинаре задавали такой вопрос. У нас сейчас в одном из банков тоже сейчас запущен через госуслуги, значит, тоже вот такое новшество, что можно будет сдать декларацию формы 250. И там указывается, спрашивается на 31 декабря, то есть не указывается, там конкретно уже указывается, 31 декабря 2023 года, это вот в этом году. Это не ошибка, это все верно. То есть там конкретно, потому что законодательно 31 декабря 2023 года. И потом вот еще мои коллеги тоже мне говорят, что
сейчас очень часто ошибкой бывает, когда супруги сдают. Супруги сдают, и, допустим, индивидуальный предприниматель, как гражданин, тоже должен сдать 250-ю, но его супруга может указать, например, сдать за него, например, декларацию, и указать законный представитель его, и указать его ИИН. То есть это будет неправильно, как законный представитель. Да, нужно будет обязательно указывать ИИН конкретного лица, который сдает, и, соответственно, отправлять эту декларацию. Ну а вот если все-таки говорить о массовом явлении, да, какими способами можно, опять же, да, возвращаясь к повышению, да, финансовой грамотности населения, это ведь в том числе, да, можно сказать, наша финансовая грамотность, умение заполнять, скажем, да, вот такую документацию, которая, ну, скажем, да, она касается непосредственно наших финансов. И с одной стороны это большой плюс, с другой стороны, да, опять же, сталкиваясь со сложностями, мы неизбежно пытаемся найти где-то источник информации. Вы уже сказали, да, о том, что можно почерпнуть информацию в нескольких источниках, можно проконсультироваться, можно и онлайн подключиться, но все-таки, да, когда мы говорим о дискуссиях, например, о том, когда люди вот массово могут задавать вопросы или вообще как-то даже, может быть, влиять на те самые поправки в законодательстве, да, коли уж сейчас как раз-таки рассматривается новый проект, да, налогового кодекса, существуют ли у нас такие площадки и может ли общественность как-то, ну, опять же, да, может быть, какие-то предложения внести, да, по упрощению, да, и так далее? Да, спасибо. Мы проводим, смотрите, я уже говорила, еженедельные Zoom-конференции. То есть каждый человек может прямо подключиться к Zoom-конференции, там просто идентификатор и пароль можно набрать. Среда в 11 часов по 250 форме, в четверг по 270 форме. Ну, как раз, да, это мы уже 3 года уже проводим такие Zoom-конференции. Плюс мы еженедельно по вторникам проводим прямые эфиры. У нас, если подписаться на Инстаграм, наш shko.salyk.kz, можно будет и сохраненные эфиры в записи эфиры посмотреть, и поучаствовать в предстоящих эфирах, в том числе по всеобщему декларированию. Потом мы каждый месяц на площадке Атамикен, НПП Атамикен, мы проводим в 2 форматах, онлайн плюс офлайн. Тоже участвует бизнес, участвуют консалтинговые компании, участвуют блогеры даже. То есть для того, чтобы распространить среди населения. Мы сейчас активно привлекаем блогеров, консалтинговых, общественных деятелей, даже на семинарах. Вот мы выезжали недавно в районы, тоже разъясняли эти же темы, там плюс еще для объектов туризма. И с нами ездили представители не только СМИ прям, но и общественные лидеры, которые у себя потом доводили на своих площадках, доводили все, что услышали. То есть вот такой формат мы перешли, поэтому я предлагаю следить за нашими новостями, подписаться на наши соцсети, в основном Инстаграм, shko.salyk.kz, и получать очень много информации. А вот если говорить, да, в продолжении темы об участие широкого круга общественности, да, в информировании, с одной стороны, это, конечно, очень большой плюс, а с другой стороны, наверняка у вас работы прибавилось, поскольку, наверное, у людей огромное количество вопросов, особенно учитывая, да, возвращаясь к теме высокой, к сожалению, закредитованности населения, да, и порою людям нужен элементарный ликбез о том, как вообще работать со своими финансами, что делать, если, например, попали в зависимость, да, от вот этой вот финансовой кабалы, да, что делать, если зарплата вся просто уходит сразу в банку, например, да, и человек оказывается в такой ситуации, таких людей на самом деле очень много. И мы знаем, да, что проходит большая
информационная кампания, да, организованная как раз Комитетом государственных доходов, участвует огромное количество разных экспертов финансовой сферы. Вот как вы считаете, насколько эффективна вот данная работа, что она дает вообще населению и, ну, примерно, если так поразмышлять, через какое время можно будет говорить о том, что население достаточно уже, скажем, свои знания, да, в этой сфере подкрепило? Анна, да, спасибо за вопрос. Вопросы, я так понимаю, больше к разъяснению, да, к масштабированности. Да, я являюсь руководителем управления разъяснительной работы, поэтому это наша тема, мы непосредственно очень сейчас активно, получается, ведем работу и уже готовим население. То есть много мы статей через СМИ публикуем, через все порталы. Мы сейчас задействовали уже практически порталы, сайты, какие есть у нас в Восточно-Казахстанской области. Вообще, знаете, большой охват у нас сейчас идет. И не только мы работаем, и Комитет госдоходов тоже над этим работает, учитывая приближение 4-го этапа, то есть они сейчас рассматривают и Миннацэкономики как наш, получается, тот орган, который осуществляет политику налоговую, чтобы привлечь волонтеров, то есть об этом рассматривается вопрос, работников акиматов, тоже будет вот этот момент рассматриваться. Составляются сейчас планы мероприятий. Этот вопрос находится на контроле в администрации президента. То есть идет масштабированность этой темы. Всеобщее декларирование плюс банкротство физических лиц. Все это, да, с целью улучшения финансовой грамотности. Мы, как Департамент госдоходов, уже который год в рамках меморандума сотрудничаем со студентами, выпускниками вузов. Мы уже даже в рамках дорожной карты из школ, со школами уже тоже работаем. Выходим на какие-то их классные часы, чтобы повысить вот эту налоговую грамотность. Студенты, выпускники активно участвуют в нами проводимых дебатах. То есть и они сами прям готовят всякие ролики на эти актуальные темы, как всеобщее декларирование, цифровые новшества, вот это вот банкротство физических лиц. То есть повышение финансовой грамотности, конечно же, нужно начинать с малого, то есть с наших детей. Пожалуй, многим из нас не хватало в школе, да, потому что элементарные какие-то вот знания о том, что такое процентная ставка, например, да, когда берешь кредит, да, как взять кредит, какой кредит выгоднее, стоит ли вообще его брать, да, или чем он отличается там от другого вида финансовых поддержек и так далее. То есть все эти моменты мы учим, ну, что называется, на ходу. А если бы мы изначально имели базу такую, да, скажем, было бы, конечно, гораздо удобней. Да, ну, я все-таки предлагаю, если будут какие-то вопросы, вот по этим актуальным темам, всеобщее декларирование, банкротство физических лиц, обращаться на контакт-центр 1414 добавочный 3, плюс могу оставить контакты нашего управления 700459, 701256. Поэтому, если будут какие-то вопросы по заполнению, можете обращаться в департамент к нам государственных доходов. Мы всегда рады помочь, и мы даже принимаем и явочно тоже, если кто-то прям не может заполнить, отправить через мобильный телефон. А когда мы говорим о том, что сейчас на рассмотрении находится новый проект налогового кодекса, да, наверняка в этом большое количество заинтересованных лиц, да, то есть, ну, на мой взгляд, да, как происходит формирование законопроекта, это участие множества сфер жизни, да, которые он будет затрагивать. Если мы говорим о налогах, то он затрагивает вообще все сферы нашей жизни. И проходят ли какие-то, например, дискуссии, да, на площадках, ну, вот в Восточном Казахстане, может быть, где-то там онлайн
в Астане, да, может быть, вы участвуете или еще как-то, с тем, чтобы можно было послушать, да, как это происходит, что сейчас самое актуальное обсуждается, что мы можем каким-то образом предложить, да, может быть, наш бизнес или еще кто-то, да, из общественности. Хороший вопрос, да. Сразу скажу, что у нас, получается, недавно была встреча с населением, с вице-министром финансов, получается, Биржанов Ежан Ерикович, который приезжал, и одной из тем, прям основных тем, это проект нового налогового кодекса. Он рассказывал очень доступно о том, что ожидать нам по данному проекту налогового кодекса. Сам проект кодекса, он был размещен в Егове, открытый НПА, до 15 июля на обсуждении находился. И, надо сказать, бизнес очень активно участвовал и участвует. Очень много в СМИ мы видим, на сайтах, в соцсетях, очень много высказываний. И все комментарии, все предложения, они, конечно, были получены разработчиками. Разработчик – это Министерство национальной экономики. Участвуют в нем также наши представители КГД. И КГД тоже проводит, в свою очередь, такие разъяснения. Была вот в Караганде конференция, которую КГД проводила, и мы участвовали. И, надо сказать, очень активно там обсуждалось, доводилось. И то, что мы знаем, этот как бы по поручению главы государства проект налогового кодекса, он будет полностью обновлен от регистрации и до ликвидации полностью. Будет доступен для понимания, понятен. И это вот по поручению главы государства будут сокращены формы налоговой отчетности, виды налогов будут сокращены на 20%. И самое главное, будет сервисная модель администрирования. То есть теперь будет такой формат, что мы будем разъяснять на каждом этапе налогоплательщикам. То есть мы переходим как бы от фискализации к вот этой сервисной модели. То есть началась постановка на учет, регистрация, мы уже разъясняем налогоплательщику с выбором режима, как зарегистрироваться, ну и так дальше, до ликвидации. Вот. Плюс есть тоже такой момент в части снижения контрольных мер. Да? Вот мы говорим об административной ответственности, штрафах, да, за непредставление налоговой отчетности. То здесь теперь вот эта вот отчетность налоговая, которая представляться будет, допустим, или не представляться будет, да, теми налогоплательщиками. Если вот он не представил, то эта форма она будет считаться представленной, но будет считаться, что она нулевой будет, как бы нулевая по нулям. И тогда, соответственно, исключатся вот эти меры, то есть штрафных санкций. Ну, то есть все вот эти нюансы, о которых как бы беспокоится большее количество людей. На самом деле это много положительных моментов. Да, есть, конечно, полезно. очень много изменений, потому что, сами понимаете, он обновленный. Сейчас, конечно, нам разъяснять и говорить, наверное, еще преждевременно, но мы тоже, как департамент, тоже следим за всеми этими поправками, изменениями. Ну, то есть в скором времени вам предстоит огромная разъяснительная работа по новому кодексу, который мы будем заново изучать. В сентябре должен быть он уже рассмотрен, то есть передан на рассмотрение в Мажилис, как бы по сведениям наших вышестоящих организаций. Ну, то есть примерно, наверное, где-то в следующем году, в январе, с 25-го, да, он должен действовать. И у нас осталось буквально пару минут до конца эфира. Очень важный вопрос – мобильные переводы. Кто сейчас, скажем, под колпаком, да, в поле зрения? Да, спасибо. Мобильные переводы – это тоже очень актуальная тема. Мы буквально много тоже говорим об этом, потому что часто были вопросы, особенно в январе, когда предприниматели отказывались, если помните, предоставлять за безналичный расчет, то есть требовали только наличку. На самом деле все это было, опять же, введено для того, чтобы обеспечить вот эту вот борьбу, снижение уровня теневой, выход из серой зоны, да, скажем, налогооблагаемую для обеления. Легальный бизнес. Легальный бизнес, потому что, смотрите, когда был мораторий на проверки, да, он в этом году у нас закончился, когда было освобождение льготное от платы налогов, очень много было таких фактов, когда и сокрытие, получается, доходов, не уплата налогов, не выдача чека ККМ, не применение ККМ,
Соответственно, все это вело к неуплате налогов. И вот тогда все предприниматели пользовались, все буквально, многие, так скажем, да, не будем сейчас говорить все, многие пользовались мобильными переводами, то есть через Каспий Голд, допустим, да. Конечно же, это неправильно. В 2022 году именно было внедрено понятие мобильный платеж. К сожалению, время нашего эфира уже подошло к концу, и я думаю, что в одном из следующих эфиров мы обязательно затронем эту тему, поскольку она требует, наверное, отдельного времени. Тема очень интересная, и, к сожалению, мы уже должны попрощаться. Спасибо вам большое за такой полезный разговор, спасибо, что были с нами. До новых встреч в эфире.